как оно... Я могу продолжать, а то что-то оно меня остановило. В целом, что климат меняется, и это выражается рядом показателей, которые подтверждаются историческими данными, и тоже есть определенные прогнозы, каким образом это может быть, как оно может происходить по всему миру и в Кыргызстане тоже. Поэтому есть такая теория, ну, точнее, не теория, а есть единственная реакция на то, что происходит в мире. Это мы либо приспособляемся к изменяющимся условиям, что называется адаптацией. То есть мы, когда к чему-то приспосабливаемся, то есть мы знаем, что климат, он будет меняться, что будет где-то суше, где-то жарче, где-то будет меньше воды, поэтому нам нужно перестраивать наши системы в ответ на вот эти ожидаемые угрозы и климатические вызовы. И второй момент, это тоже та реакция, которая может быть и которая естественна, это мы можем снизить скорость изменения климата. Да, остановить целиком мы его не можем, потому что уже в атмосфере накоплен определенный объем парниковых газов, который будет еще влиять на наш климат очень долго, но мы можем снизить скорость его изменения. И есть такое понимание, то, что это есть такое определение международной группы экспертов по изменению климата, что это то, что мы делаем, то, что делает человек для того, чтобы сократить источники парниковых газов или для того, чтобы усилить поглотители парниковых газов. То есть в любом случае это то, что делает человек для того, чтобы баланс выбросов парниковых газов он изменился. То есть ближе подбираемся уже к этой теме. То есть есть вот, то есть мы приняли, что изменение климата существует, что мы можем либо и адаптироваться, и можем снижать скорость, и на большом на национальном уровне. То есть Зоя рассказывала о международных переговорах по изменению климата, где собираются стороны ООН. И здесь каждая страна в ответ на Парижское соглашение она принимает определяемые такие вклады ОНУФ. Этот документ тоже частично был затронут на прошлой лекции, и сейчас вот здесь представлена цель номер 1, то есть это то, что мы можем сократить. То есть то как мы, где митигация, то есть какое место имеет митигация в этом определяемом на национальном уровне вкладе. То есть, в принципе, мы говорим, что Кыргызстан, он в целом может сократить выбросы там, на 16% к 2025 году, к 2030 году, к 2050 году на определенное количество. И это количество, оно было посчитано на основе определенных количеств, которые уже сейчас мы знаем. То есть мы знаем, что каждый человек Кыргызстана, гражданин, он выбрасывает порядка... Так, я пролистала следующий слайд, но я не вижу, что он пролистался. Вот. То есть есть такой график, который посчитан о том, сколько у нас выбросов парниковых газов в Кыргызстане по официальной статистике. То есть большинство происходит от сектора энергетики, и в целом примерно на человека выходит от 2–2,5 тонн СО2 эквивалента на гражданина нашей страны. И вот в этом вкладе ОНУФ говорится о том, что вот на 16, 15, там 40% мы можем эти цифры сократить. И если мы посмотрим примерно на вот эту структуру выбросов, то мы можем то есть увидеть, что практически половина выбросов от энергетики, она происходит от угля, сжигаемого нами. Там частично, то есть меньше половины это происходит от бензина и от топлива, то есть это транспорт, который мы с вами используем. Чуть меньше газ, электроэнергия, нефть. И остальное это те категории, в которых человек, как индивидуальный гражданин, он мало принимает участие. То есть это все равно сельское хозяйство, как мы выращиваем, там рис, культуры всякие разные, промышленность и то, как мы утилизируем мусор. То есть, в принципе, здесь мы видим, что выбросы, то есть та зона, где мы можем сокращать выбросы,
это как раз-таки энергетика, как раз-таки уголь и транспорт. Это то, что мы можем с вами, над чем каждый человек может работать. Если есть по этому слайду вопросы, пожалуйста, задавайте. По сельскому хозяйству там есть определенная методика, которая говорит о том, что есть поглощение. То есть если у нас там хорошие пастбища, которые позволяют, то есть которые удерживают которые поглощают углекислый газ из атмосферы, за счет того, что они находятся в таком рабочем состоянии, они наоборот могут, да, вот я вижу, что есть рука, да, у нас поднятая. Давайте зададим вопрос. Добрый день, спасибо за предоставленную возможность. Дарика, подскажите, вот по вашей диаграмме, вот в первом столбце, то, что вы определили как 1,6 тонн на человека энергетика, в этом составе сжигание топлива только на отопление жилища или тут же энергия, в том числе на отопление промышленных производств и получение промышленной продукции? Где вот энергия, которая направлена на сжигание, на производство промышленной продукции, отопление? Хорошо, спасибо большое. Сразу видно, что вопрос очень такой интересный. Здесь статистика показана общего характера, то есть это тот уголь, который сжигается и на ТЭЦ, и на котельных, и на производство промышленности, то есть все энергоресурсы, которые потрачены, которые, да, сожжены в стране. Если мы будем делать разбивку по домохозяйствам, это, в принципе, тоже можно сделать, и можно вывести те показатели, которые на гражданина выходят. Но дело в том, что когда мы говорим, вот структура выбросов, это в Кыргызстане там 21 гигаграмм СО2 тонн эквивалента, там, в общем, какие-то такие заоблачные цифры, когда мы говорим, то есть для обычного гражданина это очень такие заоблачные цифры, которые, ну да, Кыргызстан выбрасывает там гигаграммы, ну и хай с ним, правильно? То есть, а когда мы приводим это все на гражданина, тогда эти цифры, они становятся более понятными и более привязанными к тем действиям, которые мы можем сделать. Это сделано по методологии, то есть очень разных, много таких вещей, как углеродный след, и такие углеродные следы каждого человека можно рассчитать на специальных сервисах в интернете, то есть там можно ввести уже конкретно ваше потребление ресурсов, то есть можно по квадратуре дома вычислить, по количеству бытовых приборов, например, сколько энергии примерно, сколько выбросов СО2 примерно делает каждый человек в зависимости от своего стиля жизни. И тогда эти цифры, они уже будут более приближены именно к конкретному гражданину или домохозяйству. А здесь это все выбросы Кыргызстана на всех людей Кыргызстана, которые проживают здесь. Получилось мне ответить на ваш вопрос? Да, спасибо. Хорошо, спасибо большое. Так, можно проходить дальше. И в целом митигационных мер, то есть тех мероприятий, как мы можем сокращать, их несколько. Есть определенные 3 раздела, то есть можно их разделить на то, что мы сначала называем энергосбережением. Это то, что касается сбережения энергии, то есть где мы можем выключить потребление, просто потому что оно там лишнее. Второй момент – это энергоэффективность. Это то, где мы можем использовать энергию, но в меньшем количестве, не теряя качество. И третий момент – это выработка зеленой энергии. Это там, где мы можем, не вредя окружающей среде, вырабатывать ту энергию, которую мы можем потреблять для того, чтобы наши там, потребности бытовые, там, промышленные, они были исполнены. То есть мы условно можем разделять их на вот эти вот 3 основные мероприятия. Но в то же время это не значит, что мы возвращаемся в какие-то дебри, когда мы не используем энергию, когда мы выключаем везде свет и экономим
все, что там по лимитам, там с верными отключениями и вот все, что у нас принято понимать как энергосбережение, то есть это совсем не то. Мы говорим о том, что важно сократить те траты, те вот заткнуть щели, получается, грубо говоря. То есть в Кыргызстане у нас особенно большой потребитель энергии — это здание, потому что мы живем все-таки в той зоне, где у нас есть, то есть в том климате, где у нас есть зима, где нам нужно топить, особенно там на Рын, и северные регионы, где больше 200 дней в году мы должны топить, отапливать дом, то есть тратить и сжигать уголь. Но дело в том, что любое здание, оно растрачивает энергию на теплопотери вне зависимости от своих конструкций, но особенность наших зданий такая, что они не утепленные, построенные без учета там, требований энергоэффективности. В то время вот, большинство было зданий построено тогда, когда энергии было море, когда об этом не задумывались, поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. Когда через стены, потолок, там окна у нас уходит до 50, до 70% энергии, то есть мы тупо топим воздух, топим улицу. И поэтому здесь мы можем делать несколько разных вещей. То есть в первую очередь мы ликвидируем те места, где энергия уходит, то есть мы закрываем двери, мы лимитируем щели то есть открывающиеся конструкции, дырки в полу, дырки в крыше, фронтоны открытые, как у нас, особенно в регионах, и часто очень бывает, когда крыша есть такая двускатная, но фронтоны, они открыты, воздух просто сквозит, все тепло поднимается вверх по физике, и оно просто уносится ветром через этот фронтон. То есть мы ликвидируем щели сначала, а потом мы делаем утепление, и вот автоматика, которая говорит о том, вот со всех постеров энергосбережения мы говорим: выключи свет, уходя там выключи свет и все такое прочее. То есть это доводится до автоматизма не только через поведенческие какие-то вещи, но и через автоматику. То есть можно просто поставить автоматические датчики слежения, датчики движения, датчики регулирования, которые помогают нам следить за энергопотреблением. У нас в доме, например, установлены даже, то есть вот такого рода следящие устройства, которые установлены в коридорах и в проходных комнатах, в кладовых, где можно просто дверь открыть. Этот датчик считывает, что кто-то в этом помещении находится, свет включается. Можно быстро свои дела сделать, особенно когда руки чем-то заняты, ты выходишь, двери закрываешь, но свет уже автоматически гаснет. То есть это очень удобные вещи, которые позволяют, не заморачиваясь над вот этими вот привычками, все равно делать энергосбережение. Есть такие умные розетки, которые помогают тоже дистанционно управляться. Если датчик, например, стоит порядка 200 сомов за единицу, то вот эти умные розетки, они стоили в разное время от 700 до 1400 сомов, 1200 сомов. Они продаются в Сайоме магазинах и очень удобные, такие, когда вы точно знаете, что свет нам нужен только там в определенное время, либо какой-то прибор должен работать в определенное время. Мы сейчас, например, поставили систему циркуляции, систему отопления на определенный режим. То есть можно регулировать именно те энергоемкие приборы в доме через вот такие вот умные устройства. Второй момент – это когда мы говорим об утеплении. То есть утеплений вариантов у нас очень много. Утеплять нам нужно практически все, что можно, где можно утеплять и где нужно, то есть только нужно делать это очень все разумно. В первую очередь утепляется чердачное перекрытие, поскольку, то есть по эффективности инвестиции это самое разумное, самое оптимальное, самое быстро окупаемое мероприятие. То есть просто укладывается минеральная вата, и об этом можно даже и забыть, да, о потерях. Утепляют стены. Стены нужно утеплять таким образом, чтобы, то есть там не каждый материал подойдет, и нужно его закреплять. То есть если мы
На крышу его просто разложили, закрыли и справились там за один день, то с утеплением стен нужно немножко заморочиться. Еще больше нужно заморачиваться насчет утепления пола, поэтому это самая дорогостоящая мера. По разным оценкам она от $60 за квадратный метр составляет, то есть это очень дорогостоящее мероприятие, и его делают именно тогда, когда просто других вариантов нет. И есть у нас утепление окон, ставят обычно сейчас энергосберегающие окна. В целом у нас рынок достаточно развит, и рекламы очень много насчет энергосберегающих, мультифункциональных покрытий, которые зимой холод не пропускают, летом жару не пропускают. То есть в целом рынок технологий, он очень активно расширяется и очень, то есть предлагает достаточно большой выбор технологий. Если по ценам вас интересует разброс, то можно тоже сказать именно по квадратуре. То есть утепление стен, оно порядка где-то проходит, то есть если делать это качественно, профессионально, с соблюдением тех технологий, то это порядка $20. Утепление пола $60, утепление чердачного перекрытия там, за $5-7 можно справиться. По окнам, это я говорю в долларах на метр квадратной конструкции. По утеплению окон это мы говорим о замене окон, и наши компании, они предлагают разного характера, то есть там от $60 за квадратный метр до где-то 120, в зависимости от цвета профиля, от типа профиля, от марки, от бренда. То есть, ну, главное скажем, не фирма, а именно качество исполнения и не только наличие то есть теплого профиля, хорошего стекла, мультифункционального покрытия, но еще и так, чтобы вот эти вот вся фурнитура, скрепки и резинки, они очень хорошо были подогнаны друг к другу. По реальности, то есть мы говорим о том, что по факту, да, мы просим, то есть энергетики, они все говорят о том, что надо снижать, то есть надо сберегать энергию, надо там выключать свет и все такое прочее, но по факту мы сберегаем слишком даже много и неэффективно. То есть то, что мы делаем, это не называется энергосбережением, это называется недотопом, там, недоосвещенностью и так далее. Потому что мы все знаем, что если ресурсов нет топить, то мы будем сокращать площадь, например, отопления, мы будем сокращать температуру отопления. Чтобы оно было тепло, да, мы наденем дополнительную кофточку, но оно там будет там на 20% или, ну, по разным оценкам оно будет там 14 градусов, 16 градусов. То есть бывают такие вот вещи. Есть такие, то есть в целом я хочу сказать о том, что вот энергосбережение, да, это понятие, которое важно для того, чтобы снижать потребление и чтобы оптимизировать потребление энергии, но оно должно быть сделано грамотно, для того, чтобы оно не вызывало каких-то отрицательных ощущений у человека, что его загоняют там в пещерный век. Особенно, когда мы говорим об лимитах на потребление, да, то есть мы говорим, что есть часы пик, что есть какие-то вещи, когда мы не можем потреблять больше. То есть это ограничивает людей, люди не любят быть ограниченными, особенно мы. Вот. И для того, чтобы поменять призму вот этого понятия, нужно посмотреть немножко с другой стороны. Вот, с точки зрения автоматики и каких-то других устройств, которые помогают реально сберегать, но оптимизировать. То есть здесь есть такой график, я рисунок вставила. То есть мы подходим к пониманию энергетической эффективности. То есть когда мы, да, сберегаем энергию, но мы не снижаем наш уровень комфорта. И вот почему-то этот график я у себя вижу, то есть он должен выглядеть по-другому, но основную идею он передает. Что в целом, когда мы во что-то вкладываемся, мы говорим, что
мы обращаем внимание на капитальные затраты и думаем, да, это дорого, нет, это недорого, я поставлю там подешевле что-то, да, что там, то есть я не буду строить дом из кирпича, я поставлю там его из соломы, да, ну, образно говоря, потому что это дешевле, но когда мы говорим о цикле здания, когда мы смотрим на здание вообще целиком, на наш дом, на какое-то устройство, то мы понимаем, что та часть, которую мы потратили на строительство, на возведение, на создание этого дома, это всего лишь маленькая часть наших затрат. Что мы на весь период его жизни, то есть на все там 50 лет, которые мы там будем жить, мы можем потратить намного больше денег, если мы сейчас не вложимся. То есть и вот этот вот пирожок, он конкретно явно показывает, что да, те затраты, которые мы сейчас, то есть которые происходят на этапе строительства, на этапе возведения здания, они могут быть немножко выше, но зато в цикле общего жизненного цикла здания мы потратим намного меньше. То есть это вот понятие одно из энергоэффективности, которое мне тоже нравится, которое помогает понять, на что уходят деньги, на что уходят ресурсы. То есть есть такой очень всем известный товарищ, который читает книги об эффективности собственной, то есть который читает лекции об эффективности собственной жизни. И мы все знаем, что эффективность – это то, что мы достигаем тот же самый результат при минимальных затратах. В целом, когда мы говорим эффективно, это, то есть в нормальной жизни это понятно. В энергоэффективности, когда мы применяем этот термин, это уже становится не очень понятно, потому что уже вступают в силу какие-то разные термины, там коэффициент преобразования энергии, КПД, там все такое. Поэтому можно этим не заморачиваться и всегда помнить о том, что в принципе слово эффективность – это все то же самое слово, все тот же самый термин, который обозначает им одно понятие, что мы достигаем результат, но при меньших затратах. Вот в этом направлении можно делать разные вещи, и это касается, то есть оно разделяется на два таких вот основных блока, когда самое распространенное – это энергоэффективная техника. То есть то, что мы знаем с наших стиральных машинок, с наших особенно холодильников, все видели эту, вот с кондиционеров, со всей бытовой техники существует вот такая маркировка, класс энергоэффективности, и мы четко знаем, что зелененький – это хорошо, красненький – это плохо, и нам нужно где-то покупать посередине для того, чтобы мы могли планировать, то есть, потребление там, в течение года, да. То есть в плане бытовой техники это уже, то есть достаточно долгий период прошел, мы все к этому привыкли. А в плане домов это уже, то есть достаточно новая тема для нас, но не новая тема для стран Евросоюза. Когда мы здание начинаем, также, то есть на здание даем класс. То же самое, то есть сколько само здание целиком потребляет энергии. Причем не только электроэнергии. Вот в Кыргызстане мы все знаем, что там Токтагульское водохранилище, 15 миллиардов киловатт-часов, да, но это только электрика, то это только электроэнергия. Если мы говорим о тепловой энергии, то это вот тот объем угля, который мы сжигаем, те вот все энергоресурсы, газ, там, дрова, все другое вот теплоемкое, которое вот мы сжигаем, оно все дает нам энергию, и эта вся энергия должна считаться. Вот. В целом у нас в Кыргызстане шаги к сертификации здания, они начаты очень давно, уже порядка лет 12. Сколько лет я работаю в секторе, столько лет я работаю с этой сертификацией. В целом политика по энергоэффективности существует. Ей нужно время для того, чтобы накопить определенный минимум, который касается, то есть, как ядерная бомба, да, то есть у нас есть определенная масса, и потом, когда эта масса уже нарастает, тогда уже происходит там изменение понимания, изменение сознания, изменение там реакции. Поэтому вот сейчас мы находимся на том этапе, когда мы накапливаем критическую массу. То есть мы все должны понимать, что все здания
потребляют энергию, и мы должны их классифицировать именно по там классам. С точки зрения политики это очень хорошо регулируется, то есть мы нормируем именно коэффициент теплопередачи этой стены, то есть ограждающие конструкции стен, потолок, там все такое. То есть говорится о том, что неважно, какой материал вы выберете, главное, вы его утеплите, подберите такой утеплитель, чтобы общая коэффициент, чтобы общая характеристика по теплу стены была вот только такая и не меньше. То же самое по окнам, по стенам и так далее. И любое новое здание, которое вводится, оно должно быть уже энергоэффективным. Если построили что-то неэнергоэффективное, то вы должны немножко сделать шаг назад, утеплиться, поставить какую-то энергоэффективную систему, но все, что строится уже с 2012 года, оно должно быть уже энергоэффективным. То есть такая политика имеется, и те, кто планирует новое строительство, пожалуйста, тоже имейте в виду, потому что это наша реальность. Так, это блок вопросов здесь по зданиям, если завершен. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, я сейчас перехожу уже к внутренности, к начинке. Ну, пока Я я хотела просто поделиться просто своим удивлением. Я написала в чат, что когда мы играли с симулятором вот этой ENROLLS, который айтишный симулятор, удивились, насколько сильно влияет энергоэффективность на снижение выбросов, что действительно это такая несложная, казалось бы, мера, да, но насколько она важная в этой условной борьбе. Вот, в общем, здорово, что вы рассказали подробнее об этом. Спасибо. Про транспорт я тоже немножко дальше расскажу. То есть, так, по энергоэффективности зданий здесь закончили, но есть еще тепловые насосы. Это такая технология, которая сейчас может быть у всех на слуху, по крайней мере у меня, мне кажется, что все об этом говорят, но, возможно, у вас еще не говорят, но точно будут скоро, это просто гарантия. Это такое устройство, которое позволяет нам использовать энергию очень эффективно, просто прям, суперэффективно. То есть она тратит 1 киловатт, то есть 1 единицу энергии она тратит, а дает 3-4 киловатта, то есть 3-4 единицы, может быть, даже больше. Эти тепловые насосы мы все, в принципе, видели. Те, кто ходит в торговые центры, там, во Фрунзе, в Глобус, то есть, буквально там в мэрию, в административные здания, вы видите вот эти блоки, которые как бы кондиционирование, да, и Midea, там, Daikin, еще другие какие-то вещи. И это все вот те тепловые насосы, которые извлекают, получается, низкопотенциальную энергию из окружающей среды, неважно из чего. То есть они могут работать с воздухом, с водой, с подземной водой, с грунтовыми водами, с землей. И прогоняя ее через контур, то есть вот сжатие, испарение, конденсация, расширение, то есть через вот этот цикл, когда прогоняют хладагент, то высвобождается тепловая энергия, которую мы потом уже дальше как бы снимаем и используем в домах. То есть он использует электрическую энергию для того, чтобы осуществить свой цикл, но тепловая энергия, которая получается на выходе, она намного больше, и поэтому говорится о том, что да, они это эффективны. То есть они позволяют тратить меньше энергии, но с большим результатом. Дарига, тут вопрос к вот тепловым насосам. Как быстро они окупаются? Это интересно. Они окупаются сейчас по-разному. То есть на данный момент цена тепловых насосов еще кусается. То есть она порядка $4000 до $6000, если мы говорим о типовом доме, там 120, там 150 квадратных метров. Но у нас существуют те компании, которые могут поставить оборудование как бы в аренду, подключить к сервисному обслуживанию. То есть есть определенные схемы, когда для определенных регионов города доступны какие-то то есть геотермальные источники, тепловые насосы на геотермальных, на подземных водах, в общем.
И за это можно платить $1000 за подключение, а потом каждый месяц платится определенная абонентская плата. То есть по факту, если человек выбирает переходить ему на газ, то есть тратить ту же самую $1000 на газовый котел и плюс на подключение, либо переходить ему на электрические тепловые насосы, то он уже будет сравнивать такие сравнимые, то есть в одной ценовой категории. И сроки окупаемости тогда уже приближаются там к 7-4 годам. А, Так, по разновидностям, то есть бывают разные типы тепловых насосов, и для того, чтобы вы ориентировались, можно просто сказать, что у него всегда есть два слова. Первое слово означает то, откуда он берет воду, откуда он берет тепло, то есть на чем он основан. Он выкачивает выкачивает тепло из воздуха, выкачивает тепло из грунта, из воды, то есть, ну, вот из среды. И второе слово означает ту среду, с которой он работает. То есть если это воздушный кондиционер, который может работать на тепло, на холод, называют воздух-воздух. Если это такая система, которая крутится воду по радиаторам, то есть мы называем либо воздух-вода, либо вода-вода, там земля-вода. То есть вот такая у нас градация существует. А, Так, ну, по тепловым насосам, в принципе, там тоже можно понять. А, то есть, ну, вот, типы, цены. По ценам сейчас разрабатываются разные инициативы для того, чтобы цена, так скажем, на вот эти вот супертехнологии, она была уже для нас доступна. То есть это уже предмет для лекции по финансированию, это будет немножко другой спектр, но по факту такая технология энергоэффективная, она имеет очень хорошие шансы для применения, то есть для жизни, нашей жизни. Так, вот теперь по освещению. То есть мы закончили с отоплением, здесь идет освещение, потому что на освещение уходит там порядка до 7-10% может уходить, в зависимости от того, насколько мы любим, чтобы было светло. По факту технологий бывает очень много. То есть все мы знаем, что были сначала лампочки накаливания, потом появились люминесцентные лампы, которые там в 50-70 раз меньше энергии тратят, чем лампы накаливания, которые дают нам свет за счет того, что вот эта нить вольфрамовая накаляется, и поэтому она светит, но она дает больше тепла, чем света. Поэтому стали применять более энергоэффективные технологии, которые дают именно свет, но не тепло. То есть сейчас самой энергоэффективной считается это LED-матрицы, то есть это светодиодные матрицы, которые работают, либо они могут быть комбинированы с прямой солнечной панелью, которая накапливает, ну, с батарейкой, то есть в дневное время она накапливает электроэнергию для того, чтобы лампочка вот эта светодиодная могла потреблять ее в ночное время и светить ночью. По факту для того, чтобы гореть, светодиодным лампам нужно очень мало энергии. Там, если обычно нужно 100 Вт, то этим нужно по 6, по 4, по 12, по 40 Вт. То есть они дают примерно ту же самую освещенность. Или новые какие-то вещи в освещении – это солнечные цветовые колодцы. Можно в интернете увидеть много разных роликов о том, как сейчас устраивают как бы естественное освещение в помещениях, с использованием этих вот системы сложных зеркал и трубопроводов, чтобы свет отражался и проникал в комнату. И вот здесь рисунок представлен, что самый там первый световой колодец – это был наш Тюнтюб, который позволял использовать солнечный свет напрямую для освещения там помещения. Да. Такой очень тоже важный момент, который вы затронули – энергоэффективность в транспорте. То есть по факту это та фотография, которая была сделана на наших улицах, на Кулатова, где-то вот в этом районе. И очень наглядно она показывает, насколько площади, насколько место занимает общественный транспорт, индивидуальные машины,
там скутеры и так далее. Но нам больше всего интересно вот именно первые две картины, которые говорят, что один автобус может перемещать там 50 человек, или 50 машин перевозят там 50 человек. То есть в любой, даже суперплохой, дизельный, старенький автобус, он будет намного лучше, чем 50 суперсовременных машин на бензине. Потому что, это, я думаю, очевидно, что то есть на создание автобуса затрачивается меньше ресурсов, и он намного меньше ресурсов тратит для того, чтобы перевозить то же самое количество людей. Тем более, что у нас все машины по факту там в большинстве случаев перевозят только одного человека. Поэтому здесь эффективность, она тоже измеряется в показателях, насколько, то есть, мы сохраняем то же самое правило, но применяем это к той функциональной цели, которую должен исполнять транспорт, перевозить людей из точки А в точку Б при меньшем количестве ресурсов. Поэтому мы говорим о том, что да, общественный транспорт – это тоже энергоэффективное решение. Конечно, хорошо, что если этот транспорт он будет экологически чистым, грамотно продуманным, меньше тратить ресурсов, но в любом случае, то есть это решение является эффективным. По электромобилям это графика взята из лекции о зеленой экономике. Она говорит о том, что в целом у нас очень большой потенциал практического использования именно электрических мобилей, чтобы они были, то есть если мы говорим вот вначале, что на сектор транспорта мы получаем где-то около 1/6, если 2/3, нет, 2/6, 1/3 уходит на бензин, дизель и вот использование транспорта в Кыргызстане. Если мы сократим, то есть, например, переведем все наши автомобили с двигателями внутреннего сгорания на бензине, которые выбрасывают вот на красной линии около 170-180 грамм СО2 эквивалента на километр перемещения, то на электромобили, которые вот находятся в зеленой зоне, то мы снижаем выбросы на 80%. То есть митигация изменения, то есть митигация вот этого сокращения выброса парниковых газов в транспортном секторе, она будет обладать вот такой эффективностью. Вот можете представить, насколько нерационально мы ее используем, насколько большими возможностями митигации мы обладаем, насколько вот эффективны будут те инвестиции, которые будут вложены в верном направлении. Поэтому это все вопрос именно приоритетов и информированности действий. Здесь небольшая статистика о том, почему вот у нас эта статистика была взята на основе практического то есть использования в Японии, в Кыргызстане. Но весь секрет в том, что откуда берется та электроэнергия. То есть если мы электроэнергия у нас основана на гидроэлектростанциях, то нам просто использовать эту электроэнергию во благо просто сам Бог велел, да. Поэтому здесь выбросы углекислого газа электромобиля, они намного будут меньше, чем в той стране, чья электроэнергия используется на угле. То есть мы говорим, что уголь сначала надо добыть, потом его сжечь, произвести электроэнергию, потом эту электроэнергию зарядить в автомобиль и потом только на ней ехать. То есть это вот такая большая цепочка производства, то есть вот преобразование энергии, там куча потерь и ресурсов было потрачено, или мы просто электроэнергию вырабатываем на возобновляемых источниках энергии и напрямую заряжаем ее в электромобиле. Получается у нас вместо 5-6 звеньев только 2 звена. То есть по факту это сокращает вот именно те выбросы, которые происходят в этом секторе. Так, что касается... Дарика, можно вопрос тут про гидроэлектростанции, что, не знаю, насколько это вопрос, опять же, вам по адресу, но что это тоже довольно высокий ущерб наносит биосистеме, да, экосистеме. Вот если тоже какое-то у вас на этот счет мнение? Является ли она настолько зеленой энергией? Я по специальности инженер-энергетик, по нетрадиционному возобновляемым источникам энергии. Нас учили так, что крупные
ГЭСы, которые сейчас вот, да, вот гидроэлектроэнергия, я потом немножко про нее скажу, но в целом крупные гидроэлектростанции, они воздействуют на экосистему, поэтому они не рекомендуются. Но если это малые гидроэлектростанции, которые не нарушают природные процессы, то эта энергия считается безопасной, возобновляемой и рекомендуется к использованию. Так. По рациональности инвестиций, то есть мы когда уже говорили об эффективности, то есть мы говорим, что да, есть самые, то есть понятно, что да, нам нужен электромобиль, что нам нужно там утепляться, что нам нужно лампочки ставить там светодиодные и сокращать это все мероприятия, сокращать потребление ресурсов, но это, конечно, стоит всего денег, все мероприятия стоят денег. И понятно, что нужно начинать именно с тех, которые принесут, то есть которые самые простые, самые дешевые, но принесут максимальную выгоду. То есть мы здесь говорим об эффективности инвестиций в эффективность энергии. То есть тут два раза то есть эффективность слова, и это еще раз увеличивает необходимость людей, то есть необходимость в том, чтобы люди разбирались, что такое эффективность, что такое энергоэффективность и с чего начинать. Да? То есть начинать с самых крупных мероприятий, самых дешевых и оптимальных. Третий момент – это то, что касается выработки зеленой энергии. Это вот ВИЭ. Это очень такая тема. Моя специальность называется ВИЭ. Вот в самое первое время для меня это было очень сложно выговорить. Возобновляемые источники энергии, еще нетрадиционные. То есть, но по факту это то понимание, которое сейчас очень у всех на слуху и очень сокращается, иногда неправильно используется, но это как экология, да, вот когда раньше экологам очень сильно звучало, то есть било по ушам, что экология – это наука все-таки, эко – это там окружающая среда, лого – это наука об окружающей среде, и мы не можем портить науку об окружающей среде, да, но все равно это слово вошло в обиход. И здесь точно так же, что мы возобновляемые источники энергии – это уже утвердившееся такое понятие, которое мы используем для обозначения тех ресурсов, которые, вот, получается, возобновляемые, которые, то есть, которые теоретически никогда не заканчиваются. Солнце, ветер, там, природные какие-то такие элементы. По факту у нас таких источников очень много, и ее можно считать очень выгодной. И почему этим все занимаются, почему их развивают, почему в них делают большие, самые такие крупные инвестиции. По факту, если мы добываем уголь, то уголь скоро заканчивается. Это просто там материальная вещь, которая там, ее использую, и она скоро закончится. А здесь, когда мы используем ветер, то есть то, что не подлежит вот именно материальному вот такому учету, то есть это та станция, которая может обеспечивать нас в течение неограниченного времени, то есть мы затрачиваем только самую маленькую долю от того, что существует на планете. И поэтому это считается, что это зеленое, что она не вредит окружающей среде. Что при выработке этой электроэнергии эти станции, эти установки зеленой энергетики, они не загрязняют воздух вредными элементами. То есть, во-первых, они сами не вредят окружающей среде, что, конечно, весьма условно. Например, когда мы говорим о крупных таких ветряках, но в то же время они сами ничего не сжигают, ничего не выбрасывают, и поэтому считаются зелеными. В Кыргызстане потенциал таких ВИЭ, он просто необъятный. Ага. Ольга. Да, извините. Хотела спросить про производство, да, вот таких ветряков и солнечных панелей, что оно само по себе очень энергозатратное, и самое главное, это не только производство, но и дальнейшая их переработка, когда истекает условный срок годности, да, что там в Гане есть гигантская свалка вот этих электронных отходов, да, и
Вот есть ли тоже на этот счет какая-то профессиональном комьюнити какое-то соображение вообще, что об этом думают специалисты? Ну, мнение специалистов тоже разделено на два лагеря, потому что есть условно, то есть тоже как к этому относиться, под каким углом на это смотреть, стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. То есть, да, мы тратим ресурсы для того, чтобы произвести этот 1 киловатт, и произведет ли эта станция столько же электроэнергии, сколько было на нее затрачено. Но в то же время сейчас век технологий очень сильно быстро шагает, и по факту даже солнечные панели, которые сейчас производятся, они более эффективны, более работоспособны и позволяют нам экономить ресурсы планеты. Поэтому, да, это тоже является мусором, но в то же время, если она помогает каким-то образом нам достичь цели, то почему бы и нет? Ну, такая, такая позиция вообще в Да, целом. просто есть тоже обсуждали вчера, что это, возможно, знаете, такое как будто бы откладывание вот этого конца, немножко отодвигаем просто его, этот конец, имею в виду, к тому, что как будто бы вот эта сама технология, она тоже не настолько безопасная для как раз-таки природы, для экосистем, что мы просто немножечко откладываем кризис до какого-то предела, но он так или иначе случится. Или вы все-таки думаете, что технологии настолько идут вперед, что будут созданы какие-то способы переработки этих батарей, и они не будут настолько отходными, насколько они сейчас являются? Ну, чисто мое мнение, оно касается, конечно, больше таких политических моментов, особенно о том, как людей воспитывают на потребление, и есть такое понятие потреблятства, да, то, что нас взращивают как потребителей, неважно чего. Главное, чтобы мы это все потребляли в неограниченном количестве, как можно больше, как можно лучше, да. Поэтому здесь вопрос не в том, чем именно мы приближаем свой конец. Там зелеными технологиями, либо там какими-то другими вещами, теми же самыми телефонами, интернетами и так далее, да. То есть любая вещь без меры, она опасна. Поэтому как к этому относиться тоже? Если, я не говорю о том, что мы должны там стать индейцами и жить в гармонии с природой, но почему нет? Если мы можем остановить потребление, если мы можем производить вещи, которые будут служить долго, а не намеренно выпускать те вещи, которые через год там испортятся, и нужно будет переходить на новую модель, там, потому что iPhone 14 это уже все, там нужно 15 покупать. То есть это все зависит в голове. То есть, мое понимание, там оно намного, скажем, выходит за рамки моей профессиональной темы. Поэтому, если есть у кого-то другие мнения, то пожалуйста. Ну, хорошо, давайте Можем тогда пока продолжим. продолжить, может быть, в конце тоже еще раз просто, если что, к каким-то темам можем вернуться да обсудить. По времени у нас просто у меня часы попали. Время у нас есть, потому что мы обсуждаем в процессе вопросы, как и договорились, поэтому время есть. А, Значит, потенциал в Кыргызстане. Этот потенциал очень сложно посчитать по факту, потому что он основывается на тех вещах, которые все-таки не могут быть посчитаны, то есть необъятны. И все зависит от того, насколько все-таки ресурсов хватит поставить эти станции везде, чтобы они вырабатывали электроэнергию или тепло. И есть определенные статьи, экспертов, которые на основе своих методик, они посчитали вот объемы электроэнергии, которая может быть выработана на вот этих вот ВИЭ. Есть даже, по-моему, там экономический потенциал и технический потенциал, но мы можем взять, что это вот, по-моему, это экономический потенциал, то есть сколько электроэнергии мы можем тратить, сколько можем произвести. И если мы ориентируемся то есть в объемах электроэнергии, киловатт-часов, то мы видим, что сейчас Кыргызстан потребляет 15, то есть вырабатывает 15 миллиардов киловатт-часов в год,
Это только электроэнергии. И вот в сравнении с этими миллиардами киловатт-часов мы можем видеть, какую долю нашего потребления мы можем компенсировать из гидро и из солнца. Ну, если мы начнем разговаривать о Солнце, то есть все знают, что Солнце, оно дает нам два типа. То есть оно дает нам тепло, но в то же время оно может давать нам и электроэнергию, если мы будем использовать ее, то есть ее возможность вырабатывать, то есть там фотоны, то есть там был такой график о том, что как растения генерируют воздух, так и вот эти фотопанели, они могут генерировать электрическую энергию. То есть по факту либо мы можем получать электричество, либо мы можем получать горячую воду и тепло. И по факту это самый крупнейший источник энергии на нашей планете. И если мы даже там 5%, 10% этой энергии будем использовать, если мы там теоретически всю планету заставим, все города заставим этими панелями, то Солнце не убудет от этого. Конечно, там поменяется что-то с отражающими поверхностями, там, с какими-то более тонкими природными процессами, но по факту до этого нам еще далеко для того, чтобы все наши площади заставить этими панелями. Так, и вот здесь картинки почему-то не видны, но у нас то есть у меня дома поставлена солнечная станция, мы поставили ее совсем недавно. Она есть, можно, то есть вот у нас есть телеграм-чат, я могу туда выслать фотографии, скриншоты с этого мобильного приложения, которое управляет. Но это очень такая классная тема, которая позволяет именно работать над мышлением, над сокращением вот этого потреблятства. То есть, да, мы ее установили вот на 4, то есть почти на 5 киловатт. Приблизительная стоимость составила порядка 9-10 тысяч долларов. То есть это достаточно значимые инвестиции на данный момент, но мы выбирали тоже тех поставщиков, которые реально знают, что они ставят, и отвечают, так скажем, за качество. То есть они просто та станция, которая через сезон отработает, ее нужно будет выбросить на свалку, это именно те инвестиции, которые прослужат долго. И самая очень такая интересная вещь – это мониторинг данных. То есть здесь, я не знаю, вы видите или нет, то есть на каждый день представлены такие графики, которые показывают, сколько электроэнергии вырабатывает сама станция, сколько электроэнергии потребляется в доме, и можно регулировать именно такое потребление. То есть сейчас у нас, например, то есть, мы привыкли, что там стиральная машина может работать вечером, какие-то вещи могут работать вечером, в ночное время, через вот это приложение можно каждое там утро, каждый день, каждый час вот с этим приложением ходить и смотреть, сколько энергии мы можем потратить, то есть какие приборы могут работать практически бесплатно, потому что, станция уже установлена чисто на солнечной энергии, без никакого потребления электроэнергии. Какой результат они могут давать? Поэтому мы все наши приборы перестроили именно на дневной режим. То есть у нас вся энергоемкая техника теперь работает днем. Система отопления работает днем, и это очень удобно для того, чтобы использовать все возможности солнца, для наших бытовых целей. То есть по факту это очень позволяет переключить то есть переключить сознание в сторону именно сбережения, в сторону экономии ресурсов, в сторону экономии данных. То есть если как мы говорим получается, про атомную бомбу, да, то есть есть определенная масса людей. То есть если будет у достаточного количества людей понимание того, как нужно сберегать и зачем нужно сберегать энергию, то и мир в целом будет меняться в лучшую сторону, и он будет идти в том же направлении. Вот. Я не знаю, получилось выразить то, что я хотела сказать или нет, но в целом
чем больше людей будет знать и действовать, то тем больше эффекта это тоже может дать. Это, в принципе, согласуется со всеми ам, со всеми тоже тренингами по саморазвитию, которые говорят о том, что там нужно заниматься добром, то всем таким. То есть, и когда вот вся позитивная энергия будет в этом направлении течь, то это все тоже, это все изменится. То есть мы энергетики, мы про эту энергию тоже знаем, про нее тоже говорим. Да, А, графиков не видно, но тогда просто будем ждать, что вы скинете их в Telegram. да, да. Мгм. Так, гидроэнергия. Это, то есть есть у нас два параметра. Нет, первое. То есть есть каскадные станции, которые вот Верхненарынский каскад, которые работают через дамбы. То есть большое водохранилище, и когда нам, то есть которое накапливает воду где-то вот в большом водоеме. И как только нам что-то нужно, то есть когда нам нужен именно сброс воды, мы потихоньку воду сбрасываем, она проходит через турбину, энергия вырабатывается, и у нас есть свет. Это вот одно решение, которое у нас практикуется. Второе решение, которое тоже практикуется, но которое намного безопаснее для окружающей среды, это деривационные такие вот гидроэлектростанции, которые работают на двух вещах. То есть вода все равно падает, проходит там через, то есть с какой-то высоты, с определенной скоростью, с напором, то есть и вырабатывает, то есть проходит через турбину, турбина крутится, вырабатывается электроэнергия. То есть принцип работы, он один и тот же. И самое интересное, что эту воду, которая проходила, ее можно несколько раз использовать, и в целом, то есть эффективность этого ресурса, она достаточно высокая. Так, по другим источникам электроэнергии и энергии можно говорить тоже бесконечно, то есть есть и биогазовые какие-то станции, которые тоже могут быть использованы у нас, которые строятся у нас, которые, в принципе, тоже многие интересуются. И есть ветрогенерационные какие-то решения, но пока на данный момент, кроме вот энергоэффективных решений, плюс там солнечные панели, все остальные находятся на той стадии, когда они еще только развиваются. То есть когда цена пока еще не соответствует качеству, там, уровню, то есть они пока неэффективны, можно так сказать, но по факту, то есть они существуют. Вот. По результативности митигационных мер, почему-то у меня наложены графики. Ой, я что-то сделал. В общем, здесь показано, что да, есть у нас два направления, про которые мы сначала говорили, что мы можем и адаптироваться, и мы можем снижать скорость изменения климата, и правильно делать это именно вместе, потому что, например, для митигации и адаптации. Вот если у нас страна находится на большом, то есть мы зависим от гидроэлектростанций, от гидроресурсов. И если климатологи нам говорят о том, что через 100 лет наш сток поверхности, то есть сток рек, он сократится там, на определенное количество процентов, то мы должны, предупреждая какие-то вот эти вот сокращения в энергопотреблении, должны уже заранее к этому приспособиться. Поэтому разделение вот именно в плане, что такое адаптация и митигация, в плане энергетики, оно немножко плавает, но в целом мы этими мероприятиями делаем так, чтобы наше существование в данной среде, оно могло быть с наименьшими изменениями. В общем, так. И что для этого нужно? На каждом уровне, то есть на уровне одного человека, необходимо каждый раз изучать что-то новое, повышать информированность о том, что существует с точки зрения технологии, что существует с точки зрения именно проблематики, что такое вот там глобальное потепление, как оно происходит, и за счет чего оно происходит, что на него влияет. И вот повышение осознанности в энергопотреблении, но потреблении не только, вот как мы сейчас вот говорим об энергии, да, но и в потреблении других ресурсов, которые
по факту тоже сводятся к энергопотреблению, потому что для производства того же самого телефона, там, чашки, кружки, все равно затрачивается энергия. Поэтому чем а, осознаннее мы будем именно в потреблении, тем осознаннее мы будем в энергопотреблении. И третий момент, это очень немаловажный такой, о том, что мы должны повышать квалификацию в энергоэффективности любого человека, любого гражданина для того, чтобы накопить ту самую критическую массу, когда понимание большой массы людей, оно будет направлено, то есть оно изменится с минуса на плюс. И я очень люблю статистику, когда, например, на 4 миллиона людей в Словакии или в Молдове, то есть вот в смежных таких странах, на 4 миллиона населения тех специалистов, которые занимаются энергоэффективностью, насчитывается более 60 тысяч. То есть это те специалисты, которые ходят по домам, ну, сертифицируют дома, там, которые могут проконсультировать по поводу энергоэффективности и так далее. А у нас в Кыргызстане, как вы думаете, сколько таких специалистов по энергоэффективности? На 6 миллионов людей, то есть в 2 раза больше людей, чем в Словакии. Ну, не двое. Ну, вообще по 10 сколько? 16. 16, 18, ближе к 20. И это не 1000, а именно только 20 человек. То есть, ну, и на каком уровне энергоэффективности находится та страна, где специалистов больше, и на каком уровне находится наша страна. То есть все зависит именно от нашего потенциала, от наших действий. Поэтому давайте будем э, заниматься митигацией, да? Хорошо. Хорошее занятие. Дарика, спасибо большое, если вы закончили, да? Да, Кажется, это да. последний слайд. Мгм. Тогда можно остановить пока шер экрана. Друзья, если у вас какие-то вопросы, наверняка у вас тоже за время презентации накопились какие-то свои мысли или вопросы, которые вот сейчас можно обсуждать уже. Можем просто написать в чат, я могу озвучить, либо сказать голосом, как вам удобно. Так, люди посмотрели презентацию, убегают от нас. Но это зря, на самом деле. Но мне вот любопытно, например, какие меры все-таки принимает там государство, да. Ой, давайте я уступлю лучше Айгуле, возможно, сказать. Игуль Мириам. Да, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Мой вопрос может показаться глупым, но вот сейчас многие государства, в частности, я с Казахстана, в Казахстане принят целый раздел в наш главный закон в области экологии, в экологический кодекс, который предусматривает адаптацию вот к изменению климата. С какими успешными практиками в области энергоэффективности, энергосбережения, ну, в общем, в области адаптационных и митигационных мер вы сталкивались, и которые вошли вот в такие планы адаптации, которые, по идее, должны быть разработаны? И вообще, разрабатываются ли они сейчас для Кыргызстана? И какие успешные вот практики, может быть, вы сталкивались в других странах? Может быть, там такие же аналогичные документы разрабатываются, планы адаптации? Они на законодательном уровне тоже. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Спасибо. Законодательно для нас вопрос немножко сложный, потому что у нас разработка этих документов производится. Есть большие группы специалистов, консультантов, которые работают для того, чтобы учесть все эти моменты и разработать планы национальные адаптационные планы по энергетике, по сельскому хозяйству, по разным секторам. Вот сейчас я знаю, что 6 секторов разрабатываются разными участниками. Пока это все в разработке, и они будут основаны, ну, скорее всего, как я слышала, на тех документах, которые вот уже официально поданы. Это ОНУФ. И в ОНУФе у нас перечислены ряд мероприятий, которые то есть которые предусматривают именно митигационные и адаптационные вещи. И в митигации по энергетике это то есть зафиксированы тепловые насосы,
зафиксированы газификация, энергоэффективность в транспорте, то есть все те мероприятия, про которые мы говорили в этой лекции. Да, Я хочу просто дополнить, что у спасибо нас, большое. Мне вот простите, я, Гуль, дополню, что на следующей встрече 25 числа у нас как раз-таки будет разговор про адаптационные меры и адаптационный план Кыргызстана. Вот я знаю, что коллеги об этом планируют рассказывать подробнее. у Дарики спросить. И, может быть, еще успешный опыт других стран Успешный опыт других стран, например, вот знаете. сертификаты. Вот, например, вдруг Вот мы очень активно изучаем опыт других стран и стараемся применить это для нас. Например, если с точки зрения вот политической сферы, то есть, да, должны быть определенные политические цели, должно быть четко определено, сколько энергии мы должны сберегать. Но у нас есть вот, благо, климатические документы, которые говорят, которые уже посчитали объем выбросов. И теперь уже есть несколько разных мероприятий. Вот самое если идти по целям, то есть самый энергоемкий сектор у нас здание, и в здании одной из самых самых таких успешных политик является именно сертификация зданий. То есть когда вот эта сфера из очень узкопрофессиональной какой-то сложной темы, там о теплоизоляции, об изоляции, там каких-то непонятных параметрах, она переходит в сферу именно бытового уровня, и когда мы можем на основе просто вот этих вот классов визуально определять главные параметры, которые нам важны, то есть когда вот такая политика реализуется, она считается очень достаточно такой меняющей взгляды. Другие тоже есть разные политики, политики, которые позволяют, то есть государство датирует выработку электроэнергии, когда оно то есть, внедряет именно такие широкомасштабные программы по там, расширению там, тысячи солнечных крыш, тысячи там, домов солнечными панелями. То есть это те большие такие государственные программы, которые снижают стоимость вот этих вот ВИА-технологий для простого жителя и которые переносят вот эти вот суперинновационные вещи на широкие массы. спасибо большое, очень интересно. Да, добрый вечер, коллеги. Спасибо большое, Дарика. Как всегда, все понятно, все четко. У меня такой вопрос, больше такого, возможно, мирового масштаба. Мы знаем, что вот две трети выбросов СО2, да, приходится на такие страны, как Китай, да, 32,9%, США, Индия, Россия, там, Япония и так далее. А страдают, получается, страны, которые вносят такой, скажем, незначительный вклад, да, не вклад, а вот выбросы. Что по отношению вот к этим странам, допустим, вот самый большой вклад, который делает СО2 в атмосферу, например, Китая и так далее, что эти страны предпринимают, допустим, может быть, к этим странам какие-то, не знаю, предупредительные меры, санкции какие-то были вынесены. Ну вот как они пытаются с этим бороться, работать и так далее, или они будут заинтересованы и дальше просто развиваться, но при этом нанося огромный вред планете. Ну, насколько я знаю, они тоже подписывали Парижское соглашение, и они тоже у них есть тоже свои показатели по сокращению выбросов парниковых газов. Потому что у нас, то есть вот на том уровне оно было решено, что дальше развиваться по сценарию так, как мы можем развиваться, просто уже не имеет никакого будущего климатического, и поэтому любая страна, она производит ряд мероприятий, то есть она обязана сокращать свои выбросы, проводить адаптационные политики, и мало того, что она на своем уровне делает, она должна помогать еще и развивающимся странам ресурсами, технологиями, финансами.
Ну вот эти страны на каких мероприятиях или когда вот отчитываются, да, или это все происходит на вот этом КОП, который климатической конференции? Вот, ну, страны могут взять на себя обязательства, но мы же знаем, как это происходит на самом деле, их можно просто не выполнять, допустим. Ну, какие-то меры, не знаю, применяются к таким странам? Так скажем, для того, чтобы применить какие-то меры, надо сначала доказать, что эти меры не были сделаны. А когда мы говорим о выбросах СО2, это такое понимание, которое, ну, не пощупаешь вообще. То есть, да, мы можем кусок угля взять и сказать, да, вот этот уголь был сожжен или не сожжен. То есть это те вещи, которые мы можем пощупать. СО2 мы не можем пощупать. Это только те моменты, которые косвенным способом высчитываются в зависимости от тех данных, которые у нас есть. И, например, даже на основе наших данных, на основе нашей национальной статистики у нас просто миллион вопросов к тем данным, на основе которого были посчитаны эти выбросы. И вот в этом отношении самым таким ключевым вопросом тоже является, то есть одним из ключевых вопросов является механизм верификации и, как он называется, МРВ, механизм верификации и результативности, да? То есть, ну, именно то, кто посчитает, какая страна что выполнила, что сократила. Поэтому как она докажет это? И если получится, конечно, доказать, что там что-то не было сделано, то будут применены там, климатические санкции. Но доказанием это еще нужно постараться. А вот можно последний вопрос? А как все-таки вот эта статистика вышла? Я вот вчера смотрела один ролик, и там вот как раз вот эта статистика они привели, когда Китай там 32,9% самый большой вот выброс СО2, США 12,6%. А как вот эти вот тогда просчитали, да, если ну, это сложно очень сделать? Или просто в зависимости от масштаба, производства и так далее? Или эти индикаторы как-то просчитываются? В зависимости от использования ресурсов. То есть когда мы сжигаем 1 килограмм угля, то есть есть химическая реакция, когда мы сжигаем уголь, это кислород, и у нас получается СО2 и плюс вода. То есть вода безвредная, СО2 уже считаем. И на основе каждого сожженного угля, углеводородов любого типа, то есть уже мы вычисляем, сколько выбросов было произведено. То есть это вот именно Хорошо. такие косвенные моменты на основе именно потребления энергоресурсов и вообще ресурсов. Еще один момент, я просто хотела вот в заключение сказать, что вот если спуститься на уровень Кыргызстана снова, внедрение вот зеленых технологий очень всегда сопряжено с социально-экономическим положением наших граждан. И когда мы говорим, вот, надо применять там зеленые технологии, надо утепляться, они говорят, алло, нам кушать нечего. Особенно вот, например, в новостройках, да, жилмассивах и так далее. Поэтому этот процесс очень, наверное, сложный, долгий, но надо уже начинать, я думаю. И благодаря вот таким экспертам, как вы, я думаю, что у нас есть возможность это в скорейшем времени продвинуть. Спасибо большое, Дарика. Я вот вижу, что у вас уже в кабинете темнеет. Забыла свет включить. Спасибо. Я полностью согласна, то, что Гульмира, то, что говорила про социальный как раз-таки аспект, да, вот, потому что когда слышишь стоимость там теплового насоса 4-5 тысяч долларов и солнечной батареи в 10 тысяч долларов, конечно, непонятно, откуда возьмутся эти деньги, но если возвращаться, опять же, к КОПу и говорить о том, как бы банке, который должен быть создан в пользу развивающихся стран, да, так как они больше всего страдают от последствий изменения климата. Вот интересно, могут ли эти средства в том числе тратиться на субсидии для граждан страны, чтобы те могли утеплять свои дома, делать более их энергоэффективными, ставить себе солнечные батареи и так далее. Вот как вы думаете, это возможно такое распределение средств, если они все-таки будут? Это, я думаю, вопрос не в возможности, а вопрос во времени. Это должно быть, потому что без этого это не будет развиваться. Без каких-то грантов, стимулов, мотивации
поддержки. Это даже не развивалось и в Европе. То есть в Германии, там во всех других странах государство начинало именно с мотивации этих людей, то есть со стимулирования, с каких-то как бы поблажек с точки зрения там налогов, стимулов каких-то, для того, чтобы они устанавливали эти панели, для того, чтобы они устанавливали эти то есть энергоэффективные технологии и проверяли их энергоэффективность. То есть это должно быть. То есть и вопрос только, когда это будет и насколько людей это охватит. Можно для информации, что, возможно, коллеги знают, но недавно был круглый стол, и тогда депутаты озвучили вот эту законодательную инициативу. Они планируют вносить зеленые номера для автомобилей, зеленые техпаспорта для частных домов. Вот, я думаю, что это очень хорошая мера. Надеюсь, что они его все-таки примут и начнут работать, да. И вот машины, которые там поставили катализатор и так далее, им прошли некоторые всякие проверки, им дадут зеленые номера, и согласно этим зеленым номерам у них будут какие-то скидки на парковочные места или еще что-то, да, и домам, частным домам, у которых есть этот зеленый техпаспорт, они будут освобождаться даже от каких-то налогов. Я думаю, это вообще хорошая вещь очень, наконец-то. Это хорошая вещь, но большой другой вопрос, как это будет реализовано. Да. Будут ли те владельцы зеленых паспортов на самом деле зелеными? И вопрос именно Да, это новая такая лазейка для коррупционных схем, как всегда. Да. Но это лучше, чем никакая мера поощрительная. Ничего, да. Если будет контроль, то, конечно, это хорошо должно быть. Да, коллеги, есть ли у кого-то еще, может, вопросы, которые вы не задали, но хотели бы задать? Если нет, тогда просто хотела повторить еще раз Дарику за такую подробную, понятную презентацию. Это было просто чудесно. Спасибо Гудвине, нашей переводчице, которая все это тоже 1,5 часа нас переводила. И Дарье за то, что тоже из фонда Эйберта, вообще за то, что фонд поддерживает такие встречи. Я хотела напомнить, что следующая встреча у нас будет 25 мая, также в 7 часов вечера, и мы будем говорить про различные меры, адаптационные меры именно для городов, потому что наш фокус не на сельские территории, да, а на городские территории, и у нас будут 3 специалистки. Вот Зоя, вы уже были знакомы, и еще двое коллег присоединятся. Поэтому будем вас ждать на следующей неделе в 7 часов вечера также. Спасибо всем. Успехов, да. Спасибо большое за До приглашение. свидания. До свидания. Всего Всего доброго, хорошего. до свидания. Всего доброго.